Завтрак от Гульшащак. Вот Гульшащак нам приготовила кашу. Смотрите. Ух ты, бутка, мой любимый. Тәмді етіп тұрып, сейза бар, тақарағыр әліменде үйлендер қалған, шиповник. И еще не кегілсек. Смородина. Смородина. Блин, дай мне чуть-чуть смородину. Гульшащак, у меня нету смородины. Хуранып текересі бұл. Первая попрошайка Республики Башқұртстан. Меня скоро шындай кличка бералар. Потому что мен попрошайничіп текерейм. Шоны бер, баны бер деп. Қарағыз мынандай. Офигительно вкусный чай у нас будет. Мен бутана не откажу, если Гульшащак, она просились ты на завтрак. Мы уже вчера ей сказали. Мы тебе зайдем на завтрак. Бірді бутқа бішіріп көте отырған. Гульшащак. Запипикаем. Там, батенька. Какой ты кыша удар гугл мэйоте? Вообще бесены барам бухарали. А кто? Ты что там монахов пошла? Я монахов буду соблазнять. Тебе не намазала специально розовые. Держитесь правее, а затем держитесь правее. Не, главный ворот тағайын кетейін. Асық бит. Монастырь находится в Благовещенском районе. Можно проехать через Нуримановский район. И также есть этот проезд через Благовещенский район. Через Благовещенский район, говорят, намного быстрее. Обычно оттуда люди ездят, оказывается. Представляете, вот смотрите, машин дофигища. Это мы утром приехали. Оказывается, это очень популярное место. Гульшащак уже здесь была. Они говорят, монахи тут выращивают такие капец крутые гортензии. Но мы гортензии не застанем, потому что зимой приехали. Но, говорит, вообще очень красивые гортензии выращивают монахи. Там не только гортензии, там же разные виды цветов они выращивают. Да? Да. Ну, Конечно. Нужно приезжать. Летом, да? Ну, во все времена года мы посмотрим, но сейчас тоже красиво. Да, когда... Шашкаляр Волганда особенно. Да? Вот, друзья, что там будет, скоро увидите, узнаете, следите за сторисами. Ух ты, как красиво! Смотрите, какая красота. Тут, кстати, есть туалеты, прикиньте, при входе прямо. Это я вообще уговорила друзей приехать сюда. Альберт вообще не хотел, Ирик тоже. А нет, Ирик, ты хотел? Я хотел. Да. Вот мы зашли внутрь. Внутри вот такое вот убранство. Есть скамейки, друзья, можно посидеть, поотдыхать. Хараля, для женщин обязательно перед входом надеть юбку и платок. Блин. А вдруг нас не пустят? Мы пришли к святому источнику, друзья. Здесь есть святой источник. Чем он святой, я пока что не знаю. Здесь мы не нашли ни одного монаха, пока что не видели. Обычно монахи сами проводят экскурсию, но здесь что-то никто не предлагал, никого не видно вообще. Только одни туристы ходят. Смотрите, возле святого источника находятся вот такие вот маленькие два домика. Вот второй. У меня такое ощущение, что здесь живут сами монахи. Ну, по крайней мере, я так думаю. Когда мы были в Казани, в мужском монастыре, да, там монахи проводили сами экскурсии, да. Я со многими монахами разговаривала. Они, знаете, что говорили? Я когда у них спрашивала, я говорю, зачем вы, говорю, постриглись монахи? Почему, говорю, решили отдать свою жизнь, ну, вот, Богу, там, монастырю, там, вот так вот. И все три, которыми я с тремя общалась с монахами, да, они, короче, ответили. Один, короче, рассказал свою историю, что он был в сильнейшей депрессии, как спасательный круг для него был этот монастырь. И он говорит, что излечился от депрессии. А второй монах, короче, которому я задала такой вопрос, он сказал, что он был наркоманом. И вот тоже для него стало спасением вот этот монастырь, и что он уже тоже излечился. У третьего, короче, была тоже какая-то пагубная страсть, я уже не помню, какая пагубная страсть. Уходили от соблазнов каких-то, от мирских, от людских, или как там, соблазнов. Уходили в монастырь. Эй, блядь, Альберт, ты чё, аккуратно? Вот, короче, святой источник. Люди набирают воду и пьют. Интересно, если ты воду попьешь, что будет? Историю что-нибудь никто не знает?
Просто святой источник. Просто святой источник? Ну ладно. Люди вон бутылки набирают, пьют достат. Это можно открыть, интересно, нет? Нет, да? Да, откроется, да? Ковшик, да, чтобы не упал. О! Ковшик. Да? Да? Давайте откроем, посмотрим, что там. Вот, доктор, я вам сейчас специально ради вас вот открыла колодец, чтобы вам показать. Видали? Вот. Вот тут вот находится святая вода. Понимаете? Кто ее попьет, короче, будет здоровый, счастливый, успешный. Короче, все будет у него круто. Ух ты, там кто-то уже ковшик уронил. Ага, вот закрыть. Вот, бисмилла. Все, закрыли. Можно ковшик, да? Тут смотрите. Ага. Смотрите, тут даже вы поставили эти воронки, чтобы люди в бутылки могли набирать воду. Спасибо. Вот, смотрите. Вот так вот берете. Не хотите пить? Нет? Из ковшика можно мне попить? А что? Жень, пошли. Все ушли уже. Никто не видит. Бисмилла рахман рахим. Бисмилла рахман рахим. Бисмилла рахман рахим. Так, пускай я буду счастливый, здоровый, успешный. Пускай все будет у нас хорошо в нашей стране. Чё? А, вот ковшик. Возьмите. Я чуть-чуть попила. Ну ничего, это же святая вода. Бактерии к ней не прилипают. Ну, имеется в виду плохие микробы. Вот оказывается, вообще много этих домиков, Достат. Представляете? Вообще, вот я сейчас пошла, вот тут, смотрите, я же сказала 2 домика. И вон тут вот внизу тоже очень много домиков. Там что-то какая-то арка, я хочу сейчас туда пройти и посмотреть. Но видно, что этот монастырь построен не так уж и давно. Вот, смотрите, тоже маленький домик, я только не знаю, там люди живут, нет, но следы какие-то есть. Я не верю, конечно, что они здесь живут. Но вот опять-таки, видите, дорожка проложена, там маленький домик. И дальше вот вниз тоже идет дорожка, очень хорошо протоптанная дорожка. Скорее всего, здесь, наверное, тоже что-то держит. Тут сарай, подсобное хозяйство, видите, они скотину держат. Тут, короче, вообще кругом лес. Вот, обратите внимание, это вообще находится этот монастырь посередине леса. Таком, в крутом, красивом месте, на самом деле. Посмотрите, какая красота. Обалденно, да? Очень красиво, да? Ну да, на один раз можно приехать посмотреть. Насладиться красотой, тишиной. Смотрите, какая красота. Шикарно, да. Свечки продают, достав. Видите, одна свечка стоит 150, 600, 200 рублей. И посмотрите, свечки какая. Как красиво. А это что такое, я не знаю. Тут, я вот только не знаю, можно здесь вообще это снимать или нет. Здесь очень круто. Ой, нифига себе. А тут что, света нет, что ли? Нету. В смысле? Только свечки? Только свечки, да. Только свечки, смотри, как красиво сделано. А света нету, что ли? Нет, света включен. Нифига себе. Тут, оказывается, света нету тут, да.
Архондарик. Анчип архондарик. Вот, короче, друзья, здесь, оказывается, можно попить чай, говорит Гульсасак. Она там пила чай. Она летом уже была. Вот, работает в понедельник, пятница. Вот такое помещение. Посмотрите. О, нифига себе. Тут тоже кофемашина есть, прикиньте. Здесь, оказывается, еще дают печенье и пряник. Это что? Сколько стоит? Это... В лавке продается, посмотрите. В лавке продается. А тут можно взять вот и чай попить, да, получается? Ага. Это что, бесплатно, что ли, типа? Пожертвования. А где пожертвование делать? Ящик стоит. Ящик, да? Ага, прикиньте, вот это можете овсяное печенье взять, пряник и попить чай бесплатно. Ну, не бесплатно, можете пожертвование сделать. Здесь ящик стоит. У них вон там, наверху пекарня. Тут люди говорят, очень вкусный хлеб пекут. Но хлеб уже закончился. Вот прямо здесь у них большая пекарня, видите, да? А вот тут они пекут хлеб. Если вы чай взяли, попили, может, вот видите, оплата за хлеб для пожертвования. Здесь можете оставить денежки. О, народу дофига, смотрите, сколько людей пьют чай. О, смотрите, обалдеть, да? Сейчас я тоже возьму с пряником печеньку и попью кофе. Попробую пряник, который пекли монахи. У нас свой же чай есть. А где Ирик, Милюша, что, не хотят? Не хотят, да? Я не знаю, почему они уже... Ну ладно. Мы попробуем, если пряник. Надо попробовать пряник, как это? Они вкусные, я просто... Блин, такой вкусный. Ты что, пряник не взяла, что ли? Ну, сладкий. Они никто не хочет. Они боятся кушать этот монастырский пряник. Они же мусульмане, думают, других это. Ладно, лишнего говорить не буду. Пряник как будто какой-то медовый, как будто что-то. Ну, что-то есть такое, да? Очень вкусно. Ну, блин, хлеб закончился у них. Гульсасак, можно еще чай? Да, давай. Гульсасак с собой термос принесла. Чай наливает там. Но здесь тоже есть чай. И кофе тоже есть. Прикиньте, у нас есть кофемашина. Прикольно, да? Мы подготовились к экскурсии. Один мужик отругал меня. Какое вы имеете право здесь снимать? У вас ничего святого нету. Вот так сказал. Да. Ну, от самого пахло этим спиртным напитком. Я сегодня целый день сухомятку жрала, блин. Еще рисовая булка, завтра мне сосалмаем, точно, бля. Кстати, вот сейчас мы заходим в монастырскую лавку. Здесь продаются пряники, хлеб, говорят. И всякие разные там вещи. О, кстати, кто хочет набрать святой воды, вот смотрите, даже баклажки здесь есть. Видали? Вот. 5 литров 70 рублей стоит. Вот 5,30. Нифига себе, монахи деньги зарабатывают. Офигеть, у них даже есть Т-банк. И можно здесь вот приобрести эти, как там, украшения. Кстати, это можно снимать, украшения? Нет? Нет, да? Нельзя. Короче, друзья, здесь продают пряники. Они очень вкусные. Я сама лично пробовала. Офигительно вкусные пряники, друзья. Если будете здесь, обязательно возьмите. Также вот так продаются в коробке. Вот, пряники. Видали? Очень вкусные. Офигеть! Тут что только нету? Офигеть! Боже мой! Ну, тут вообще как огромный магазин, друзья. Все есть, абсолютно все. Альбина познакомилась с двумя монахами. И этот... Что ты у них спросила, Альбина? Я сказала, можно нескромный вопрос? Вам можно выходить? Жениться? Жениться, да? А они что сказали? Они сказали, короче, нет, нам нельзя жениться, мы девственники, сказали они. Но я сомневаюсь в этом. Потому что они слишком взрослые монахи. И видно, что они повидавшие виды мужчины. А сейчас они в монастыре пекут хлеб. Но я тот вопрос задала, почему вы пришли сюда в монастырь, почему здесь живете, почему постриглись монахи. Ну, они не постриженные, конечно, с длинными волосами же они все, видели, да? Почти у всех. А я обратила, у всех были длинные волосы. А почему тогда говорят, постриглись монахи? Это же выражение надуманное. Выражение, да? Ну вот, короче, они не ответили. Мы не будем отвечать на этот вопрос. И вообще здесь нельзя, говорит, снимать, съемка запрещена. Хотела вам показать, что возле ТЭЦ прямо здесь есть место, где спускаются рыбаки. Вот прямо вот в это место, прямо видите, вот ТЭЦ, да,
И вот этот ТЭЦ Павловский, да. И вот сюда спускаются рыбаки. Видите, пятачок здесь вот, немножко замороженное место. И там ловят рыбу. Сейчас я немножко спущусь, да, вот так вот. Немножко, видите, тут даже есть тропинка. Видите, вот так чик-чик-чик-чик, вот так спускается. И вот, смотрите, там мужики. Они ловят рыбу. Видали? Во, сколько? Палатками, да. Их тут очень много, между прочим. Ну, утром их было очень много, этих рыбаков. Охрана их постоянно разгоняет. И этот кричит им, типа, вот, хватит здесь ловить рыбу. Здесь запретная зона. Нифига здесь нельзя ловить рыбу. Вот прямо оттуда кричат за им. А им все равно пофиг, они там стоят и ловят. Каждый час охрана выходит и кричит, между прочим. А скажи, ты же тоже приезжал сюда? А? Ты же тоже сюда приезжал. Скажи, что охрана ТЦКская постоянно орет, что нельзя здесь запрещено ловить рыбу. Вот, кстати, охранники тоже стояли. Вот рыбаки? Рыбаки стояли. А я не больше. Да. 500 метров нельзя ловить рыбу. 500 метров возле ТЭЦ нельзя ловить рыбу. Альберт вот тоже приезжал ловить рыбу, да? И периодически, говорит, прямо выходит вот с ТЭЦ, охрана, говорит, и в рупор орет. Здесь запрещено ловить рыбу! Расходитесь! Но рыбакам пофиг, они все равно ловят здесь. Да? А что, штраф ничего не предусмотрели, что ли? Вот отсюда тоже их, видать, достать. Сейчас я вам покажу. Во. Видали? Вон их сколько, видали? И вот именно вот в этом месте только и ловят. Красноклющевские пирожки там. Родной ведь. Родной. Из моего района. Ана, Альберт, пирожкилер алған. Да? Болды, үйден қарап. Қойдың ма? Тұрмағанда дүртеуінің алдында көрдім. Они нендей пирожки? Бақ береш анда. Бақ береш? А бұл неме? Что, бақ береш? Курник. Білсенсақ, пирожки ашайын ма? Yok, я не хочу. Анда, қамыр там даже. Ну, давай, точно не будет? А кукай ашайсыз ба сами? Ну, тоже не дала. Кукай бар, бішіріп алдым, бұтыр-бұт алдым дейді, өде бермей. Ешік ашаға да ешік. Бар, дейді, бермей де қоя. Пирожкилер алғандар. Я баяғы Милоша айтайын емет, темнейті пирожки ашап тұра Альберт деп. Тоже барып пирожки алғандар. Ана, қой жоқ болды. Ана келеді. Пирожки тұтқан Милоша. Никто не выдержал Альберттің пирожки ашауын. Все пирожки взяли. А еще? Менің кірау шамаған болдылар, ұлдар алғандар. Газдан бәліш, понимал. Вот печень, что ли. Фу, блин, внутренностью голландарцы, мне он печень не керек. Из гуся будет у нас сегодня бәліш. Какой жирный гусь. Ой, раньше бабушка делала из гуся этот, я не знаю, как это называется. Ну, короче, они его солили, да, и вешали. У нас есть келет это я не знаю, как называется. Ну, короче, такое холодное помещение, там зерна хранилось, макарошки, рис, гречки, все прямо в мешках стояло, да. И вот эта бабушка хранила на складе, но этот склад мы называли келет. Почему келет, я не знаю. Я вам этот келет показывала. И там они на зиму прямо вот этих гусей, да, вот так вот прямо вешали, да. И они висели вот так прямо солененькие. Солили их и вешали. И вот из этих соленых гусей такой суп вкусный был. Просто бомбический. Вот так прямо целого гуся пущу в бәліш. Я сейчас хочу вам рассказать трэш-историю о том, как вообще натягивается кожа на лице. Вот тут делают разрез. Это гусиная кожа, а это мясо. И вот смотрите, я отдираю мясо. Видите? Вот смотрите. Вот так вот я отдираю. Видите, как отдирается? Они вот так же прямо отодрали мою кожу вот отсюда, начиная до щеки.
Прикиньте. И потом мясо вот так прям руку засунули, придерживая мое мясо щеку, кожу вот так натянули. Вот так вот, прямо натянули. Вот, смотрите, вот, мясо же, да, вот так руку положили, и вот так вот прям, и вот так прям со всей силы. И обратно положили натянутую кожу на мое мясо, которое вот здесь на лице. Представляете? И остаток лишнюю срезали и выкинули. Интересно, куда они кожу девают? И чтобы вот эта теперь кожа легла и срослась с мясом, требуется 6 месяцев. Че, как идут вот в хирургии, да, учиться? Они типа такие, в детстве такие думают, блях-мух, я хочу кого-нибудь порезать, отодрать кожу. Ну нет, вот люди же там хотят быть летчиками, певицы, актрис, читают прям, да. И я вот думаю, как же хирурги мечтают? Они что, вот так мечтают, что ли? Типа, я хочу отодрать кожу. Задумывались, что в хирургию идут люди, у кого есть наклонности. Ну все, бля, дурак. Нету никаких наклонностей. Кстати, я с мамой поругался. Да ну нафиг, она меня обидела вообще своими одними словами. Нечего было мне так говорить. Ну, маме я рассказывать не буду. Мы с мамой периодически вот так вот в год раза 2 сремся. Это еще нормально. Это мы сейчас еще, знаете, не так конфликтуем, как раньше. А раньше у нас вообще капец был. Просто, знаете, вот капецкие конфликты у нас были. А знаете почему? Потому что я же с мамой не росла. Я же росла у бабушки и дедушки. Короче, не могли общий язык найти. Ну, потому что мы вместе не жили. Понимаете? Когда я стала мамой. Когда я Азалию родила, я в каких-то моментах ее начала понимать. Она как-то более повзрослела, что ли, не знаю, поумнела. Переделать по-башкирски. Представляете? Мы ее почти что переделали. Я не буду говорить с кем, да. Но, короче, с одним парнем. Вот тоже хотели спеть вот так вот дуэтом. Прикиньте. Но потом мы с ним разругались и не стали петь эту песню. А уже почти она была готова. Полностью слезали с этой песни. Вот этого. И переделали все по-башкирски. Но получилось вообще бомбически прикольно, конечно. У меня даже видео сохранилось, где я прямо показывала и рассказывала, как надо эту песню переделать. Сейчас я вам покажу. Это мисс Купал, примерная одорга. Слушай внимательно. Bundan Hindirlay'ın в своем стиле. Именно хорошая башана. Қара көздеріңді бал еріңдер Құмғол бойың Типа с ума сводит меня потом Шу нелер меня с ума сводит Короче, хини улеп яратам А потом, короче, мен ердай бастайым Типа такого Нифига хин Қалғаны весь жир. На этот раз я накрошила картошку помельче. Кругликом қағылар ма екен дұрыс әлбет? Неге бәлішке? В смысле? Hem bir специалист по бәлішу. Бүтін решет берейін. Милошаны бәліші берді. Это же чугун, это бір. Алюминий? Чугун көтеремін. В смысле, уже алюминий түгілдерейінді. Мына тұты қара. Немеке? Уже алюминий что? Алюминий Алюминий алай булмайын. Астынан оқып қара. Она мантышница, она кастрюля. Вот это алюминий. Не алюминий мануку. Не айрмаем, что ли? Тесто очень нежное прям получилось. Капец, я теперь боюсь, что оно прямо
Это продырявится и весь сок вытечет на него большой, блин. Вот, смотрите, вот такая вот начинка, Достар. Ну так-то мясо нормально. Я, короче, все мясо, картошку, лук. Лук кутарганцы положила. Я вообще люблю, когда лука много. Все вот сюда вываливаем, да. Все перемешиваем слоями. Нафиг не кладем. Зачем вообще слоями класть? Вот даже некоторые кладут слоями, типа вот сначала первый слой картошка, второй слой мясо, третий слой лук. Я так не хочу делать. А какая разница? Вот так взял, шап-шоп, перемешал и все. Ой, вообще капец, наверное, вкусный будет. Из гуся же бәлеш, это же капец вкусный. Это бәлешка нифига кушамаған. Какой-то пирог, Альберт. Ну, хараху. Он все равно биграк был, как ты Биг был, так бы все. Ну, шулай тут надо было положить побольше. А потом бы не сожрали. Это, короче, бәлеш пирог. Бисмиллахиррахманиррахим. Омырға тердік түгіл қатты. Ерталғаны түгіл. Бәлешті давай қоя бұд. Ауыр. Нет. Не так. А то и так у меня с лицом проблема какая-то началась. Бисмиллахиррахманиррахим. Кыт. Давай, кургатайк бәлешті. Эй, футболкаңды убери оттуда. Вот, смотрите, друзья, вот такой вот огромный бәлеш получился. Будет очень вкусный. Это точно будет вкусный. Бисмиллахиррахманиррахим. Тәмлі болған тыйым. Когда не сағат? Ты же специалист по бәлеш. Сколько печется бәлеш? 3 часа надо. А? 3 часа надо. При какой температуре пекется? 200. 250. Дурак, что ли? 280. Ай, ты мальля, это сухарь, что ли, гененем ваши? 150, что ли? 180 градусов печем 3 часа где-то. Ну, можно 2 часа. 2-2,5 испечется. Смотря, опять-таки, какой гусь был. Какое мясо у вас От было. картошки может? От картошки. Да, кстати. Это нуриманский пошел. Да, кстати, и от картошки еще многое зависит. Иногда мясо испечется, а картошка жесткая. Вот такая картошка бывает в магазинах. Но у нас не магазины, у нас нуримановская картошка. Очень вкусная картошка. Чего опаздываете? Эфир только вот, да, сейчас закончился, сразу машина передом саптым. Ага, ты один, что ли? Сейчас Наиль подъезжает уже, да. Ой, блин. Подожди, как это вообще? Эти, короче, знаменитые опоздуны, блин. Опоздуны. Прямой эфир, да, галошман. А как еще, блин, Не, вообще? не Я же подал, деревенский скажи. парень вообще, блин. А где вот карден? Нет, в смысле, в офисе. Всё нормально просто, да. Костюм от БД. Бәлеш уже все, уже коннетте, уже күйдейінде уже. Ну не доели же, Ну, главное. не доели. Самое главное, не Бәлештің доели. түбі қалды. Самое Самое главное, бәлештің түбі достап Если түбі қалды. болға, все, больше ничего не надо. Помните это? Әсей, бәлештің түбі қонақтардан қалды ма, жоқ ма? деп. Обычно крышка и ТБ, короче. Вот. Да. А внутренний Ай, мен бұларға крышка қалдырын бәлештің. Да, блин, хәдің арқағызда, блин, біз бүті әлі асыл тұралар. Анда Альберт злой асыл тұра, Азалия юрий туда-сюда. Неге Азалия кухняға 100 мәртебе иніп сықты, ас қайтқан, блин. Вот, чтобы вам стыдно было, стыдно, чтобы стыдно вам было. Наиль. Бұл тұталап ештеңе, Наильді ғайыпты. Вот вообще хитрышка. Когда опаздывает, да, когда они опаздывают, я всегда говорю, что опаздываете? Вот Наиль хуңданы, мен Наильді күттім, мен Наиль. Наиль бахыр вещи отдувается, Где он? блин. Вот смотрите, вот его же нет сейчас, вот Ну видите, да. его же нет. Вот сейчас из-за него Где он, проблема. интересно? Всё, мы сейчас зайдем на Альберта. Ана сәскелермен сүйірсе, қара арттағы. Қара келешіп тұра прям, ай. Анда Костюм от сиреневатый оттенок есть. Таких больше нет. Да. Такая только у меня и у Милеши пойти. Да, Азамат остаткиларды кие берейін. Бір қарахан розовый было берейін, бір қарахан сиреневый было берейін. Браки же, браки. Даже Азалия не одевает мои костюмчики, Азамат одевает. Азалия, ты что не одеваешь мои костюмчики? Мне не нравится. О, ана, Наиль да келіп етті. Привет. Что за мода пошла? Ошындай короткалар алып береді, кішілер сескелер Да вообще менен. не знаю. Это что такое? Подарок. Вам дали, О, нифига себе, это что, орешки что ли? Чисто от нас с Азаматом. Ага. А что ты ржешь-то? То, что это не от нас. Нефтекамск передали. А, да? Да, нефтекамские ребята рахмет. сказали, вот. Короче, нефтекамский заводтан, короче, ядалар инде. Вот инде. Спасибо большое ты за подарок, ты гляй былайте, было очень приятно. А я думаю, что за подарок? Что за фигня? И такая сразу подключилась, такая, для вас ничего не жалко.
И мы очень рады, что с вами сотрудничаем, с такими добросовестными людьми. Хоть и стыдно, нефтекамский завод Какайна Салям, знаете, это был вообще-то не мой подарок, это Азамат Манаэль, молодцы, постарались. Это от нас, это от нашей От компании. нас, да, от нас. Но я об этом не знала. Просто решение было принято без одного партнера. Да. Партнер Была, отдыхал от короче, Закова. вот знаете, что самое интересное в этой? Был партнерлар, меня поставили, он талар без моего ведома какие-то решения принимать, кому-то подарки отправлять, какие-то движухи делать, прямой эфирдар без меня, этот, уткараля. Я вообще не в курсе, какие-то проекты новые даже открывают, а я потом только узнаю. Они решили, по ходу дела, меня кинуть, эти два молодых моих партнера. Это вот так смотри. Мы подходим, наоборот, профессионально. Чтобы вы просто приходили, ленточку так хоп-хоп, разрезали все. А всю грязную работу мы делали. Да. Но на самом деле подарок, да, это от нефтекамских ребят. От нас чуть другой подарок, чуть поскромнее. Рахмат, егиттер. Был инде не изменяет өзінің желтый Долго думали, что подарить. Ага. Вот. Не, сейчас подарок-то я просто нет речь еще? готовлю. Давай, И подарок речь сейчас будет. готовишь? Долго думали, что подарить. И вроде человеку, у которого все есть, что подарить. Больше думали просто, Можете что... новые груди мне подарить? Почему это? Подарите мне новые груди. Очень дорого стоят они, кстати. Нас дома не поймут. Вспоминали, что вы хотели, но не покупали себе. Ага. Думали, и вот вспомнили. Вот. Что это такое? Вы чё, нифига себе. Это MacBook, что ли? Обалдеть! Рахмет, Азария, ну-ка поснимай-ка. Вы же хотели ноутбук, да? Вы говорили, что с ноутбука нет, да? То есть вот мы такие. Представляете, Мудалстар, меня мои партнеры подарили MacBook. И в тот раз, короче, в чем дело-то вообще? Почему нам нужен был MacBook-то? У нас есть ноутбук, да, и отсюда некоторые функции, которые в телефоне недоступны, которые только в ноутбуке, например, блокировка не подписанных хейтеров. Вот, Альберт их блокировать не мог с телефона, и он заходил, ноутбук Аша блокировал. И представляете, ноутбук у нас еле дышал, он грузился целый час, чтобы включиться. И я говорю, егиттарга, вот, говорю, ноутбук не включается, хейтеров не можем блокировать, тиграй, малар меня MacBook подойдет. Представляете? Чтобы блокировали хейтеров. Да. Рахмет. Специально для блокировки хейтеров подарили MacBook, достар. Офигеть, это же дорогой подарок, блин, они ведь... Оказывается, не очень. Да? Мы думали, дороже будет. Блин, да мне неудобно Оказывается, MacBook дешевле как-то. стоит, чем iPhone. Блин, а я вам другие подарки приготовил. Нет, не носки, между прочим. Нет, это съедобные, очень вкусные подарки. Я потом Если бы носки были, я только рад, потому что вот эти носки я... Не говоришь, целый год ношу. целый год носки. Все пахнет, Пользоваться не умеешь же. Надо научиться. Я Надо умею пользоваться. распаковывать. У Азали есть, ну дай сюда, MacBook. Да блин, мне неудобно егиттер вообще. Я знала, что они MacBook принесут, поэтому я очень вкусный галиш приготовила. Это подарок? Надеюсь, вкусный. А? Это подарок на Новый год? Да. У нас съедобный галиш, а что еще? Нифига себе, вы большой сделали, блин. Да блин, надеюсь, блин, он эй. Вот это пумпончик на Илю, короче. Вот этот пумпончик, кто опоздал, съедает вот этот пумпончик. Давай. Да, ну запах тут уже как бы такой прям. Ну запах-то нормальный булырға, а булырға может невкусный. Так себе, дека. Кола кадерді басып тұрады. Осы қалақ. Попробуй сказать, что невкусно. Сразу в углу. Кім тәмді тойды промажет. Давайте. Они ще бермейін егіттерге. Давай, еңбе туға. Кем хуже надо? Эх, блин, ты уже не того штаган, блин. Конечно, одақ тұрды. Нет, Нет, вот это да, убери. Давай по-нормальной. В смысле булды? Аптропрахни мали. Bunu бәрі стеки можешь. Не, это мясо, ну, мне надо, да. Надо. С картошкой. Почему? Это целый карбон, да, я замочила. Он целый. После эфира по детоксу, там, наслушался всякого Наслушался полезного. всего, да, что вот такое нельзя, типа, да, как бы, да. Была, короче, прямой эфир с Каргандар. Типа вот жирную пищу вечерами есть нельзя. Очищайтесь с нашей детокс-программой. Типа прямой эфир у Каргандарда, Кигандарда, банда тунде бель шаша утрал. Представляете? Стыд и позор. Вообще там нарисовал, сказал, можно кушать. А, Просто, можно, да? Да, только просто это, ну, в небольших количествах. А, небольшой. Нет. Это у нас небольшие количества. Да, ну, чуть-чуть, ну, чуть-чуть хана. По-деревенски свадьбу же мы хотим сделать. Прям по-деревенски, да? Хотим сделать ты. Хочу сделать ты. Ведь мне. Вообще, это идея Альберта, да?
блин. Ну нет. Мы посоветовались, и я решила, что мы хотим. Да. Нет, тіге, ошында үстелдер весь, odun тип koyardı, скамейкалар koyardı, evet. И тіге, винегрет, бешбармақ табақ мынан тіге, деревенский свадьба işte. Қазалар тіліп koyar ошында тіге. Кәбиттер, маринованный, огурчиктер, қырықта енді деревенская свадьба. Мен кейіп алам фата осылай бұрынғы. Альберта на шестерке подъедет там. Да. Не, потому что у нас это, свадьбы же не было. Ну вот надо делать алтаран күнде. Интересно же будет, это контент будет, ты чё? Тақмақтар айтусылар сақыран специально теге ведущийлермен сөйлешем теге, чтобы гармон гана болсын музыкалардан. И теге нейінде, неме керек ол. Тақмақтар айтусылар болсын. И потом, неме керек. Концерт дня по-любому драка нужна. Әсә еще теге хандығын берем тебе. Прикинь, өзінің, который Олатай аға берген. Вот, и шул хандықты мне берем тебе. Это же будет интересно же. А у меня же нету хандыка. Это мне киюга бердыга без хандыка. Вы а почему мне хандык не дали вообще-то? Надо, фандов нельзя, банковские карты, да. Банковский карта. Ну это же традиция хандык Не, кстати, у меня берет. тоже этот Хантук Ята, еще тоже от тещи, да, там на нем даже выгравировано 1975. Ну вот видишь, 75 года. а мне вообще хандык не дали. Какого черта я вообще бесхандыкный? Бесхандыкный Милёша. Смотри, что я еще вам это Что вы там, да? подарю. Подарю. Боржоми. Иди нафиг, Боржоми. Клад вообще Банан, капец. Да. Продукт of Вот Georgia. Пакет. Берхалак. Все, отлично, спасибо. Икеу. Это чтобы играть можно было так вот. Во! О, бочонок. Давай сюда. Ну-ка, был, да, комплект был ротейшн. Так, ой, мы да, с божьей коровкой даже. Или Да. фортман, точнее, божья Мына, мына, хиня. Вай, Вазир Ахмед. Бочонок, у меня бочонок сейчас есть. Могу мед наконец-то наливать, чтобы красиво было. А то... Да блин, классно же, карамна, если не даже ты. Ну вот, я что и говорю. Истеп кугандар, Вот я брат, что говорю. про- Мне просто тоже банка стоит. Прополис мы не макаем. Неудобно в банках. Вообще А был на меня прикольно. вообще прикольно. Знаешь, как Харизматично мне выглядит. понравился? Я магазинда көріп қалдым да, и такая думаю, блин, бөлек алыр керек деп. Вот так вот. Өзім Вот так. алдым, и мына жерге. Блин, Рахмат, вообще все. Вообще классно. Мына Наилға. Наиль, иди сюда, куда там? Наиль, бросился? вот тебе тоже. Хед меня макбук, мен хедге бочонок. Вот это вот, ну, не везде найдешь. Это 100 раз лучше, чем макбук. Конечно. Это тебе. А то было, не, хинем бару етмет азаматтан. Да-да-да, лучше в лично в руки, а то я себе заберу. Это О, просто прям настолько запах классно. Да-да-да, вкусно. О, прикольно, прополисом пахнет, да. А, Рахмат, я ЖП вообще. И ты тоже обходишь кетіге. Не надо меня хеден ит. Ну зачем меня хеден ит керек? Почему наш? Это вам. Баяғынан бері бочонок Это вам. итке. Ну, блин, очень Не вкусно. надо, это же вам дали учалынан, блин. Не надо меня передаривать. Мына даже Лариса пакеттар әзірлеп қойған, қара. Это ваш новогодний подарок. А тазиком зачем закрыли? Чтоб Тазиком, коты не чтобы съели? бесейдер тимәһен. Біде, бесейдер бар. Бесейдер, сысқандар. Да, так было упаковать-то. Вот, смотрите, какой подарок приготовили. Мына даже упаковали. Мына, Асаля. Короче, достар, мына, ниндей бүлектер бүлек етем. Мына, ошондай колбаса. Лентаман украшены, мына. Кеңе барып етмеген теге вақыт колбаса. И мына, ики ошондай қазы. Офигительно вкусный. MacBook рядом не стоит, на самом деле. А ты, мой подарок круче. Наилға бер. Өзің алма. Қазір бұл алып қалау. Сейчас я тоже проверю, может, Бұл меня... хитрый татарин алып қалау. Бұл, представляете ма? Теге вақыт мен Наилға, азаматқа и Наилға бірішер колбаса бердім. И қазы бердім. Қазы бердім, или бермеймін. Не-не, колбаса так. Колбаса бердім, И представляете, бұл, короче, Наилдікін де аша біткан, өздікін де аша біткан. И в итоге Наилға айтқан, что ничего не давала, Не, я Милёша. так не говорил, я сказал, вам тебе передали, но я все съел, я честно признался. Да. Это как это, анекдот же есть, башкиры татарин сидят, башкир делают два, типа, о, Аллах, дай мне там что-то 200 рублей, по-моему, что ли. Да. И такие, татарин услышал такой, передай ему, на тебе, типа, 100. И это тоже башкир начинает делать. Ты через татарина не передавай, он может себе оставлять. Вот именно. Так, анда хиникін, правильно ма хинікі? Қадым қайда? Қадым Когда қайда? мы да, все, между Ага, Рахмат, всё, всегда. всё, Рахмат, ладно. Рахмат, Ага. Рахмат.